Якутия-24 продолжает свою работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня в выпуске. Онкодиспансер и кардиологический центр. Продолжается строительство этих важных для республики медицинских объектов. На какой стадии сейчас находятся работы? В ожидании открытия автозимников, когда разрешат проезд по переправе Мхатасы-Павловск через Лену и на других переправах по Якутии. 18 оснащенных автомобилей районные больницы получили ключи от новых машин скорой медицинской помощи. Кормящая мать с ребенком в Якутске у перинатального центра появилась новая скульптура. Декада Алонхо в честь древнейшего эпического искусства якутов по всей республике пройдет целый ряд мероприятий. Продолжается строительство важных для республики медицинских учреждений, онкодиспансера и кардиологического центра. Делегация правительства сегодня проинспектировала ход текущих работ. На какой стадии сейчас идет строительство? Репортаж Валерии Наумовой. Как в республике реализуется один из главных объектов здравоохранения, проверил лично первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков. Сейчас у нас идут вот эти профиля, потом к ним будут панели, потом у нас финишная история по полу, тоже будет стыки, сварка, железо и потолок. Объезд начался с онкологического диспансера. По итогу это должен быть онкологический центр с поликлиникой и стационаром на 180 мест. Стройка идет опережающими темпами, несмотря на то, что сдача планируется в 2023 году. Всего к открытию онкодиспансера потребуется 1025 работников медицинского и вспомогательного персонала. Врачей готовят на базе кафедры онкологии Медицинского института СВФУ и федеральных медицинских центров. 25 тысяч квадратных метров, более 25 тысяч квадратных метров, он крупнее. Там тоже большое количество будет очень высокотехнологичного оборудования. Там сейчас уже финишные работы ведутся, уже отделка началась, там есть тепло, там установлены радиаторы. Сейчас там завершаются работы по слаботочке. Ну и, собственно, следующий год уже пойдет целиком на отделку, комплектацию оборудования и установку. Следующим объектом стал республиканский кардиологический диспансер. Готовность стройки составляет 90%. В целом есть небольшие отставания от графика, но связаны они с поставками сложных операционных частей из-за границы. По проекту центр будет состоять из 2 8-этажных секций. Сдача в эксплуатацию запланирована на декабрь текущего года. Это, конечно, уникальный медицинский центр. Это самый технологичный на сегодня кардиоцентр, кардиососудистый, если будет правильно сказать, центр на Дальнем Востоке. Площадь его более 15 тысяч квадратных метров. Один этаж из себя представляет более 1500 квадратных метров. То есть это большой по площади, но самое главное здесь не площади, не размеры, а технологии. То есть здесь будут предоставляться медицинские услуги и осуществляться операции, которые не имеют аналогов у нас в республике и на самом деле на Дальнем Востоке. Сдача этих 2 объектов не только откроет большое количество рабочих мест, но и позволит жителям республики получить высококвалифицированную помощь, не выезжая за пределы республики. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. В Москве на рабочем совещании у главы Якутии обсудили вопросы строительства зданий Государственной филармонии Якутии и Арктического центра эпоса и искусств в Якутске. Общий объем выплат на реализацию проектов из республиканского бюджета оценивается предварительно в 32 миллиарда рублей. Частным партнером объекта выступает 17-я концессионная компания. Объекты планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2024 года. В ходе совещания стороны обсудили позиции по отдельным технологическим решениям, комплектование сценическим оборудованием, разработку дизайн-проектов входной зоны, среднего зала УРАСа, а также кровли АЛАС и акустического оборудования. Кроме вопросов, непосредственно связанных с самой стройкой, есть уже вопросы, которые нужно решать и с точки зрения работы по дизайну, по техническим решениям внутри здания. Есть вопросы, связанные с акустикой Государственной филармонии, которые тоже должны быть решены на самом высоком уровне.
Вот. Ну и, конечно, все это должно происходить в постоянном контакте между непосредственно исполнителем инвестиционной компании и представителями заказчика. В настоящее время строительные работы выполнили на 30%, по зданию Госфилармонии на 700 посадочных мест завершены монолитные работы до отметки 4-го этажа, ну а объект «Арктический центр эпоса и искусств» на 800 мест построен до 2-го этажа. Строительно-монтажные работы приостановлены сейчас в связи с наступлением отрицательных температур. Технологический перерыв продлится до марта будущего года. С начала этого года в Якутске построено 20 теплых остановок. В них горожане могут не только согреться, но и наблюдать за движением автобусов. Кроме этого, бесплатно подзарядить свои гаджеты. Репортаж Ульяны Шагиной. Не нарадуется появлению теплой остановки возле своего дома жительница Якутска Людмила Кучерова. Ведь теперь ей не приходится ждать автобус на холоде. Раньше мы мерзли, ожидая автобус, и также под дождь попадали, под ветра. А вот когда появилась остановка, наша семья отлично довольна. Особенно с ребенком. У меня ребенок школьник. С начала этого года окружная администрация столицы установила 20 теплых остановок в разных частях города. Все они открываются в 7 утра, когда начинают ходить первые автобусы, а закрываются в 11 вечера. Внутри все для удобства ожидающих. Остановки оборудованы обогревателями инфракрасными, что дает тепло до 18-20 градусов. При входе вы видите тепловую завесу, что тоже очень положительно, когда дверь открывается, чтобы тепло не выходило. Также у нас есть 2 монитора, на которых показано подъезд автобусов и умный транспорт. Как внутри, так и снаружи установлены скамейки, пандусы для людей с инвалидностью, большие панорамные окна для удобства обзора. Кроме того, здесь бесплатно можно подзарядить свой гаджет. Конечно, удобно. Если у человека заканчивается зарядка, то он может в тепле подзарядить телефон. На улице сейчас очень холодно, и люди согреваются. Для поддержки малого бизнеса сегодня эти объекты передаются на обслуживание частным предпринимателям из разных улусов. К примеру, на остановке «Жилищный департамент» свою местную продукцию реализует предприниматель из Намского улуса. Для нас здесь очень удобно. Да. Мы арендную плату не оплачиваем, мы за использованную электроэнергию оплачиваем согласно договора. Ухаживаете за территорией? Да, ухаживаем за территорией. На баланс МУП «Епак» сегодня передано 6 теплых остановок в Якутске. До конца года предприятие готово ввести в работу еще 14 новых. Ухаживаем за этими остановками, каждый день убираемся в них, ежедневно приезжаем, полную уборку и утром и вечером закрываем. В 11 закрывается, в 6:00 она открывается. Несмотря на то, что остановки оборудованы системой видеонаблюдения, на ночь их закрывают для сохранности, чтобы избежать негативных прецедентов, которые уже случались. За примером далеко уходить не нужно. Вот во что превратилась новая остановка на улице Воинская. Вандалы без зазрения совести разрушили все, что видели на своем пути. Сегодня остановку закрыли, чтобы провести в ней ремонт, а на хулиганов подали заявление в полицию. Давайте беречь наше общее имущество, ведь ожидать автобус в тепле – приятный бонус, когда на улице минус 50. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутии продолжается работа по подготовке зимних автомобильных дорог и ледовых переправ. В нескольких зимниках движение идет частично по отведенным участкам. В декабре ожидается открытие сразу 2 автодорог на всем протяжении. Репортаж Власия Сергеева. На сегодняшний день в Якутии открыто более 1,5 из 10,9 тысяч километров зимних автомобильных дорог регионального значения. Участки зимников работают с различными ограничениями по общей массе автотранспорта. В декабре ожидается открытие еще 7 участков. Помимо этого, автодороги Арктика и Яна будут открыты полностью. Примерные сроки открытия зимников у нас утверждаются ежегодно приказом Министерства транспорта. В этом году этот приказ был принят в начале октября. В соответствии с ним примерные сроки могут корректироваться. Насколько мы знаем, в последние годы наблюдается аномально теплая погода. До середины ноября у нас практически
выше минус 10 была погода. Вместе с этим продолжается работа по подготовке ледовых переправ. Так, в первых числах декабря планируется открытие переправ для транспорта до 4 тонн через реку Вилюю, села Верхний Вилюйск, Кундядя, Устье и Крестях. Открытие переправы Хатасы-Павловск через реку Лена грузоподъемностью до 3 тонн запланировано на 10 декабря. Со стороны города Якутска это устройство съездов, переправе, намораживание льда мотопомпами, устройство трассировки дороги со стороны Нижнего Бестяха. Также на сегодняшний день обустроены съезды на лед. Также ведется работа по намораживанию льда. В будущем при открытии будут установлены пункты весового контроля, шлагбаумы, знаки. Несмотря на то, что переправы еще не открыты, нерадивые водители выезжают еще на неокрепший лед, рискуя не только своей жизнью, но и жизнями пассажиров. Лед в данное время обманчивый. Его толщина льда неравномерная. Бывает 20 сантиметров, может через 3 метра идти будет 10 сантиметров. Поэтому передвигаться на машине категорически запрещено по льду из-за возможного провала автомобиля, а также выхода наледи на определенных участках реки из-за образования пустот и трещин. Отметим, что за несанкционированный выезд на переправу предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч для физических лиц и от 100 тысяч до 1 000 000 рублей юридическим лицам. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Семен Семенов, Якутск. Кипит ситуации. За минувшие сутки выявлено 262 новых случая заболевания коронавирусом по республике. Из них в Якутске 117, в Мирнинском районе 20, в Алданском 18, в Нернгринском 16, в Ленском 12, в Хангаласском 10, но еще в 19 районах республики от 1 до 9 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб республики. Сказочному новогоднему персонажу, властелину холода Чесхану, поставили первый компонент вакцины «Спутник Ви». Вакцинация прошла накануне старта фестиваля «Зима начинается с Якутии», который стартует 26 ноября. В этом году он пройдет в юбилейный 10-й раз в онлайн и в офлайн форматах. По традиции состоится фотоконкурс зимней этнической одежды народов Якутии «Тепло якутской зимы». Также пройдет выставка народных промыслов «Серебряная чешуя», гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», конкурс ледовых и снежных скульптур, арт-шоу «The Snow Queen in Якутия» и бал-маскарад этномоды. 1 декабря состоится онлайн-трансляция торжественной церемонии зажжения новогодней елки главы. Районные больницы Якутии получили ключи от новых машин скорой медпомощи. 18 автомобилей, оснащенных всем необходимым оборудованием, в течение декабря доставят в 16 районных больниц, городов и поселков по республике. Репортаж Евгения Тайтонова. Аппарат искусственной вентиляции легких, электрокардиограф, дефибриллятор с монитором. Все необходимое на месте. Специализированный автомобиль стоимостью около 1 000 000 рублей доставят по 16 районам республики. Автомобиль класса «Б», полностью оборудованный для оказания экстренной скорой медицинской помощи. Она будет предназначена для отделения скорой медицинской помощи, будет у нас работать в городе Алекминске и обслуживать близлежащие села, которые входят в радиус обслуживания скорой медицинской помощи. Ходовые качества машины тоже на уровне. Вездеход для районных станций – необходимость. Ведь бригадам скорой помощи нередко приходится ездить и в отдаленные населенные пункты. Рекомендовавшие себя в отличном состоянии. Вездеход, проходимость большая. Вот так. Для сельской местности гаммой самая хорошая машина. В рамках модернизации первичного звена здравоохранения в этом году районные больницы получили 72 новых автомобиля. А в течение 5 лет их количество достигнет 250. Цифра весомая, но и нагрузка на медиков высокая. Мы уже надеемся на то, что улучшение материальной базы в виде нового автотранспорта уже повысит и качество жизни, и качество оказываемой медицинской помощи, ну и сохранение здоровья и жизни человека. Поставка машин скорой помощи ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения за счет федерального бюджета. До 2023 года на реализацию региональной программы Якутия из федерального бюджета получит беспрецедентный объем средств в размере 6,5 миллиардов рублей. Евгений Тайтонов, Григорий Николаев, Якутск.
Скульптуру кормящей матери с ребенком открыли у перинатального центра в Якутске. Мемориал признан привлечь внимание к естественному вскармливанию, пропагандировать здоровый образ жизни. Сюжет Мадины Халиковой. Впитывает с молоком матери. Наверняка эту фразу хоть раз употребил каждый человек. Польза естественного вскармливания давно доказана учеными. Да и природу не обманешь, она знает как лучше. 2021 объявлен годом здоровья в республике. И вопросу грудного вскармливания уделяют много внимания. Мы объявили 25 числа неделю день грудного вскармливания, где наши врачи будут пропагандировать нашим матерям, чтобы они кормили именно грудным вскармливанием. Мы сами знаем, когда грудное вскармливание ребенок сразу со дня рождения питается, ребенок будет здоровым, и иммунитет у него очень высокой бывает. Республиканская клиническая с 2012 года носит звание Всемирной организации здравоохранения «Больница, доброжелательная к ребенку». Даже в это сложное время пандемии показатели по естественному кормлению достигают 94%. В преддверии Дня матери в России у перинатального центра Якутска открыли скульптуру кормящей матери с ребенком. Значимо, что памятник как раз приурочен году здоровья, объявленный в республике нашим главой Асеном Сергеевичем Николаевым, и в год науки и технологий в Российской Федерации. И мы выражаем свою благодарность, свою глубокую благодарность организаторам и участникам настоящего мероприятия за их идеи, прорывные, можно сказать, идеи реализации государственной политики по сохранению здоровья населения нашего региона. О том, как будет выглядеть монумент, не знал никто, кроме его авторов. Поэтому, когда сняли полотнище, присутствующим открылась изящная бронзовая скульптура женщины с 2 детьми. Олицетворение всех матерей. Прообразом стала известный детский доктор, заслуженный врач Якутской АСР, отличник здравоохранения Советского Союза Александра Кычкина. Скульптура связана с Александрой Дмитриевной Кычкиной, которая была родоначальником этой системы, заслуженный врач, который очень много сделала для развития здравоохранения, чтобы детство, материнство было счастливым. Поэтому я считаю, что вот этот памятник, эта скульптура будет притягивать многих жителей нашей республики и нашей страны. Медицинское сообщество уверено, скульптура станет национальным достоянием Якутии. Украшает монумент фраза самой Александры Кычкиной «Материнское молоко – основа здоровой жизни». Ее написали на 3 языках – якутском, русском и английском. Мадина Халикова, Павел Пахомов, Якутск. Переходим к другим темам. Молодые педагоги из различных районов Якутии приняли участие в первом дальневосточном хакатоне по разработке образовательных программ и проектов, который проводил на этой неделе Центр опережающей подготовки Якутии. Всего, по словам организаторов, приняли участие более 40 учителей и педагогов из учебных заведений всего Дальнего Востока. Сообщается, что часть представленных проектов и программ были уже готовыми продуктами, которые уже смело можно внедрять в работу образовательных учреждений и организаций. По итогам этого хакатона 1 место заняла команда «Байкал», 2 место «Нарана» и 3 замкнула команда МРТК «Про». Победители, во-первых, получили знания. Во-вторых, они получили партнеров в других регионах. В-третьих, они опробовали, по сути, на коллегах то, как работает их образовательная программа. Насколько она привлекательна, насколько она содержательна, насколько она использует современные возможности технические. И на самом деле же одна из команд представляла, например, вопрос управления уровнем эмоций. Эмоционального выгорания. Дело в том, что технологии образовательные сейчас очень серьезно меняются. И поэтому команды получили на самом деле новые знания. По национальному проекту образования в стране идет марафон открытия федеральных центров под названием «Точка роста». Сегодня новые возможности появились у школы поселка Серебряный Бор Нернгринского района. И это уже 3-я точка роста для нернгринцев. Сюжет Екатерины Павловой. Первая точка роста с прошлого года функционирует в экспериментальной республиканской школе-интернат «Арктика», где у детей малочисленных народов Севера появилось современное оборудование и новые дисциплины. В этом году открыта точка роста в самом отдаленном поселке Нерюнгринского района
Хани. А сегодня новые возможности открываются для 14-й школы поселка Серебряный Бор. Благодаря проекту «Точка роста» у нас появились 3 новых кабинета, обновленных кабинета. Это кабинет физики, кабинет химии и биологии и кабинет зона проектной деятельности, совмещенный с библиотекой. Они наполнены, во-первых, в них проведен полный ремонт, и они наполнены новой мебелью, которая как раз-таки соответствует всем требованиям оснащенности центров «Точки роста». В единственной школе поселка Серебряный Бор сегодня 347 учащихся. Из них 130 – дети Республиканского детского специализированного дома социального обслуживания. И теперь все любители исследований, проектов и инноваций имеют современную базу для получения знаний и возможностей новых открытий. Новое оборудование нравится больше физики, потому что можно выявлять температуру воздуха, оборудование, то есть освещенность, и различные другие эксперименты. Для учеников нашей школы, я думаю, это будет что-то новенькое и что-то невообразимо космическое, можно так сказать. И оно нам поможет для исследования каких-либо научных экспериментов, лабораторных работ по предметам физика, химия и биология. Хотелось бы выразить большую благодарность центру, то, что выделили нам такое оборудование, сделали для нас 2 таких замечательных класса и библиотеку, чтобы мы получали больше знаний. Открытие центра «Точка роста» – это шаг вперед для школы, учителей и ребят, которые нацелены использовать созданные для них условия по максимуму. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Глава Якутии принял участие в церемонии награждения конкурса «Самый читающий регион». Статус «Территория книги и чтения» и специальный приз присуждаются регионам, которые ранее становились победителями конкурса «Самый читающий регион» и 3 раза за последние 5 лет вошли в короткий список. Например, в 2019 году статус получили Санкт-Петербург и Ульяновская область, в 2020 году Ульяновская область во 2-й раз, а в 2021 году статус присвоен общим решением жюри Республики Саха-Якутия. Помимо викторин, конкурсов, образовательных и просветительских мероприятий, это прежде всего большая работа по популяризации языков коренных народов Якутии, сказал Айсен Николаев, принимая знак почетного статуса. В Театре эстрады в столице открылся акустический зал. Он предназначен для концертов этнической музыки, обрядовых мероприятий, сольных проектов живой музыки, а также послужит сценой для репетиций по хореографии и спектаклей. Новый зал рассчитан на 70 мест. Кроме того, после ремонта в театре появились рабочие кабинеты для гримера и хормейстера. Напомним, собственное здание на Ленина 47 в Якутске у Театра эстрады появилось в 2019 году. Преимущество этого зала в том, что здесь будет только живая музыка звучать. Здесь можно проводить, типа как квартирники, да, ВИА-группы. Мы в этом году создали 2 ВИА-группы. Это «Эстрада-24» и молодежная группа Л-47. Также здесь будет этническая музыка, фольклор будет выступать, да, наши известные артисты. И, конечно, нам хочется работать параллельно для выполнения нашего государственного задания. Сегодня республика отмечает День Аланхо. Именно в этот день, в 2005 году, ЮНЕСКО признал якутский народный эпос Аланхо шедевром устного нематериального наследия человечества. Интерес к эпосу в обществе возрос. Сейчас его изучают уже с детского сада. В честь древнейшего эпического искусства якутов по всей республике пройдут фестивали исполнителей Аланхо, а также организуют конференции, выставки, концерты и разные представления. Добавим, что День Аланхо в республике впервые отпраздновали в 2006 году. С тех пор декада проводится ежегодно. Путь, который мы начали, наверное, не сегодня и не 16 лет назад, более давно, издревле, начиная от изучения, которое первого Уваровского изучали Аланхо, произведение и великого нашего Платона Алексеевича Аюнского, когда был издан первый на письменный памятник Аланхо, Юргун-Батур Стремительный. Бежим вперед, потому что крепко стоим на этом фундаменте. И вершиной 22-го юбилейного года, я надеюсь, будет постановка 57-го года Марка Жиркова и либретто Сорона Малона нашего Аланхо Юргун-Батур Стремительный на сцене Большого академического театра Российской Федерации.
Дэй Петрушин и Валерия Корнилова – скрипачи, юные виртуозы из Ленска. Они лучшие ученики, подающие большие надежды, участники конкурсов различных уровней, рассказывает наш корреспондент в Ленске. В репертуаре юного музыканта Дэя не один концерт, этюд и множество различных произведений. На счету ребенка немало и конкурсов. На «Розовой чайке» в Якутске мы ездили и так на видео записывали много. Заочно. Какие занимал места? Вторые, первые, так, третий и дипломы тоже. Дэй признается, что очень много занимается. Каждодневные двухчасовые уроки в школе и вечернее закрепление материала дома. Следующий год – заключительное музыкальное образование мальчика. Свою жизнь с музыкой Дэй связать не планирует, но скрипка в его жизни останется точно навсегда. Вероника Корнилова, как и Дэй, играет на скрипке. Она тоже ученица Лилии Исмаиловой, одна из лучших, одна из сильных. Скрипка с детства вызывала интерес у девочки, и она уже тогда знала, что будет владеть этим инструментом, и притом лучше, чем многие. К нам в садик, я в садике была, к нам приходил, можно сказать, ансамбль скрипачей, и тогда я влюбилась в скрипку, мне понравилось ее звучание, и я начала смотреть очень много программ со скрипкой, и в 5,5 лет я тогда была еще в садике, я пошла в подготовительный класс по скрипке. Вот. Сейчас я учусь 9-й год на скрипке, закончила в прошлом году 8 класс, но пошла еще дополнительно в 9-й, чтобы продолжать играть на скрипке. Вероника девочка спокойная, скромная и произведения предпочитает тоже подходящие ей по духу. В основном медленные, сдержанные, мелодичные. Да и Вероника являются лучшими из лучших. Эти ребята – гордость педагога. Принимают участие в разных конкурсах, в международных, российских, районных, городских. Какие конкурсы нам предлагают, мы стараемся не обойти. Мы стараемся всегда принять участие. Разные бывают, конечно, итоги, где первое место, второе, третье, дипломанты. Эти ребята всегда с местами. Сегодня юные музыканты готовятся к очередным конкурсам, заочным, международным, не сомневаются в своих силах и уверены в победе. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Информационная служба Якутии-24 без остановки следит за развитием событий. Смотрите нас и будьте всегда в курсе.